Как открыть доступ к культурной жизни общества для тех, кто не одарен с рождения ни слухом, ни зрением? Цель этой встречи. Своими инклюзивными практиками для помощи слабовидящим и слабослышащим делятся представители из Ставропольского края, Самары, Чечни и Дагестана. Встреча с гостями проходит в режиме видеосвязи. Так Екатерина Захарова, директор Ставропольской краевой библиотеки для слепых, рассказала о проекте, который они внедрили недавно в нескольких театрах. У нас есть штатный специалист в библиотеке, который прошел соответствующее обучение, тифлокомментирование. Ежегодно 2 спектакля у нас готовятся с тифлокомментированием. Тифлокомментирование – это словесное описание предмета и действия на сцене для слабовидящего или незрячего человека. Занимается этим тифлокомментатор в специально оборудованном для этого помещении. Еще одну интересную практику уже от Самарской областной библиотеки для слепых озвучила Елена Яганова. У сотрудников библиотеки появилась идея, что можно было бы прогуляться по городу, рассказать о местных памятниках архитектуры, а заодно исследовать тактильно памятники небольшого размера. Так появился инклюзивный экскурсионный проект «Осязаемая Самара», который был запущен у нас в мае этого года. Памятники архитектуры и культуры – народное достояние и должны быть доступны каждому, отметили на встрече. Эту задачу решает и проект, реализуемый уже в нашем регионе под названием «Культура Ингушетии в 3D-миниатюре», который также заинтересовал участников по ту сторону круглого стола. Башня Согласия, Аланские ворота, Вовнушки. Проект представляет собой тактильную галерею из 3D-миниатюр архитектурных и скульптурных объектов, имеющих историческую ценность. Этот проект, он большим потенциалом обладает, потому что у нас есть сейчас 3D-принтер, у нас есть эксперт, который может эти модели печатать, и мы уже с этим проектом можем войти и в музейный сектор, то есть делать музейные экспонаты. Вы сами знаете, да, что многие музейные экспонаты, они недоступны для тактильного восприятия, их нельзя трогать, потому что это хрупкие по своему содержанию макеты и экспонаты. Вот мы будем делать их модели, и они будут уже тактильно доступны для незрячих людей. Проект реализуется Ингушской региональной организацией Всероссийского общества слепых совместно с Центром «Доступная среда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Центр «Доступная среда» открыт на базе Национальной библиотеки. Перевод книг на шрифт Брайля, озвучка произведений. С помощью высокотехнологичного оборудования незрячим и слабовидящим пользователям в центре открываются большие возможности доступа к информации, поделилась с гостями Радима Газдеева. Наш центр сегодня является областью Национальной библиотеки и уже вышел за рамки Центра национальной и активно продвигает себя и в своей работе, и в своей кадровой обеспеченности, и подготовленности этих кадров, уже продвигает себя к статусу региональной библиотеки слепых. Тем более за ними есть огромные вложения в укомплектованность библиотеки и в техническом плане, и в фондовом плане. Встреча собрала сотрудников библиотек, музеев и театров региона, у которых эти проекты вызвали большой интерес. Люба Хамхоева признается, очень хотела бы внедрить проект тактильной галереи в их храме знаний. К тому же Карабулакская городская библиотека активно сотрудничает с Центром «Доступная среда» и внедряет различные инклюзивные практики для работы со слабовидящими и слабослышащими читателями. В их числе и наличие книг, переведенных на шрифт Брайля. В нашей библиотеке имеется литература для слабовидящих. Слабовидящих к нам приходят. Они приходят к нам, и в любом случае у нас даже ведутся такие, как журналы. Мы выводим на дом, мы выдаем им книги. По статистике в регионе порядка 4000 инвалидов по зрению. И такие проекты помогают им узнавать что-то новое, наслаждаться искусством наравне со всеми. И как надеются организаторы встречи, это сотрудники Центра «Доступная среда», перечисленные выше практики будут внедряться в регионе, тогда как наш проект будет реализован и за пределами республики. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24.